Патруль радио Ростова. На улицах города. Дежурный экипаж. Денис Малышев. Слушай прямо сейчас. Из-за рекламных роликов на российском телевидении могут исчезнуть дети. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Михеев предлагает запретить участие несовершеннолетних в продвижении тех товаров и услуг, которые не имеют прямого отношения к детям. По мнению парламентария, с помощью детей рекламодатели пытаются манипулировать сознанием потребителей. Не согласна с этим руководитель социологического отдела компании «Испар Аналитик» Мирослава Цапко. По ее словам, не стоит преувеличивать влияние детских образов на сознание потребителей. Если говорить об эффективности или более эффективном размещении образа ребенка, чем образа котенка, вот здесь, что называется, ученые спорят. Потому что известно, что изображения живых существ весьма повышают эффективность, запоминаемость, обращают на себя внимание. Однако большая часть специалистов говорит о том, что это достоинство глаз, которые привлекают в картинке. Глаза котенка, глаза ребенка, глаза красивой женщины будут примерно одинаково эффективны в данном случае. А вот адвокат Сергей Карабаев считает депутатскую инициативу весьма своевременной. По крайней мере, если взглянуть на это с юридической точки зрения. Сейчас регулируется участие детей в рекламных кампаниях. Прежде всего, это базовый закон о рекламе, который регулирует рекламу в целом. Дальше есть специальные законодательные акты, которые так или иначе дополняют этот закон. Тот же самый алкоголь и табак. В любом случае нельзя использовать образы детей. Любое использование детей в рекламе – это труд. Соответственно, распространяется трудовое законодательство. Те ограничения, о которых говорят депутаты, на мой взгляд, нужны. И прежде всего для того, чтобы детские образы в рекламе не вызывали нездорового ажиотажа у людей с неустойчивой психикой. Я же напомню, ограничение на использование детских образов в рекламе уже применялось в российской практике. Его отменили 8 лет назад. Над материалом работали Денис Малышев и Виктор Ярошенко. Патруль радио Ростова. На улицах города. Прямо сейчас. Телефон горячей линии 220 0220.